В городе создано 6 информационных групп, которые в течение ближайшего месяца будут посещать трудовые коллективы Сибая. Одна из первых встреч состоялась в школе номер 1. В актовом зале собрались и учителя, и родители, которые помимо образовательного процесса также интересовались и другими вопросами. О социально-экономической ситуации в городе присутствующим рассказал председатель информгруппы, начальник отдела образования администрации Сибая Гаяс Хасанов. Директор школы Рушан Дияров поведал о новшествах, которые касаются конкретно их учебного заведения. Все вы, наверное, видите фасад нашей школы. Фасад школы преобразился благодаря, в том числе и вам, родители, которые были неравнодушны, участвовали в проекте поддержки местных инициатив. Ну, конечно, основную роль здесь сыграл бюджет Республики Башкортостан и наш постоянный спонсор, я не перестаю благодарить, Учелинский горно-обогатительный комбинат. Они нами кровлю обновили, и все помните, это 3 года назад, и сделали ремонт кабинетов и спортзала малого. Конечно, век современных технологий, оперативной и достоверной информации особо никого не удивишь. Однако основное преимущество подобных встреч – это возможность задавать вопросы и тут же получать ответы, вести конструктивный диалог с представителями власти. Собравшиеся поднимали актуальные проблемы, такие как недостаточное обеспечение образовательных учреждений медицинским персоналом, состояние дорог, отсутствие тротуаров в некоторых местах. Были жалобы на обслуживание управляющих организаций, проблемы с водоснабжением на некоторых улицах в поселке Южные. Ответы прозвучали тут же, а более сложные вопросы взяты на контроль. Ляна Кириллова, Гульхамитов, Радмир Исенгулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.